Ребята, всем привет! Мы сегодня с Романом отрыбачили, как бы начало не записывал, думал, клевать не будет. И так было в самом начале, ничего не клевало, но потом я нашел стоянку рыбы, подобрал воблеры и рыбалка началась. А что у нас получилось, смотрите в этом видео, я думаю, будет интересно. Поехали! Что-то клюнуло у нас, не знаю, по-моему, это не голавль, а если голавль, то очень маленький. Кидаю. Ну да, ребята, смотрите. Вот такой вот маленький крошечный голавлик клюнул. Опускаем его. Клюнул, значит, на воблер Цуёки Гном 45 СС. Тонущая приманка. Назвать это голавлем даже язык не поворачивается. Это маленький крошечный голавлик. Кидаю вот к левому берегу на снос. Вот были еще тычки, как бы, вот, ну, видимо, такого же маленького голавлика. Хороших пока не видал. Поклевку на камеру поймать, скорее всего, будет очень непросто. С таким клевом даже, скорее всего, нереально. О, была поклевочка сейчас. Но опять маленький. Вот он теребонькает опять. Маленькие голавлики там. О, есть. Вот это хорошенький. Вот это покрупнее, ребята, схватил. Вот это уже покрупнее. Сначала маленький атаковал. А потом покрупнее прицепился. Что, неужели расклюется дело наше? Да, покрупнее голавлик. Солнышко маленько вот сейчас вышло, и может быть это как-то повлияло. Либо я просто подобрал приманку. Ну, не особо крупный, я думаю, грамм 400, наверное. Рыбка на крючке. Давайте возьмем под саком. Ох, ребятки, вот он. Вот он. Голавль, так скажем, этого сезона. Так, что-то он тут зацепился. Вот, ребята, первый голавль намокший, так скажем, этого сезона. На притоке я ловил, там видео вы видели. Чуть поменьше, наверное, этого поймал. И вот такая рыба. Давайте ее отпустим. Пусть она плывет. Внизу у меня ромка там. Отпустим, пускай к ромке плывет, может ромка поймает. В прошлом сезоне я оборвал Эльмину 44-й приманку. Она почему-то у меня была единственная в коробке. Сейчас искал. Больше у меня Эльмину нету. Но есть вот такой воблер. Даже не помню, когда я его покупал. Цуёки Гном. Вот, так скажем, это вот, видимо, копия, реплика, не знаю, как хотите, на Эльмину 44. И она ловит. Есть у меня еще воблер от компании Серебряный ручей. Сейчас я вам покажу его. Вот такой вот Голавль Про. Но он, по-моему, у меня не разловленный. Тоже тонущий. Возможно, сегодня покидаем. Ну все, будем продолжать. Может быть, это выход. Кстати, время
полвторого. Приехали мы, так скажем, на вечерочку. Продолжаются неуверенные поклевки вот под левым берегом. Периодически. Неохотно клюет. И хотелось бы отметить, что нету клюхов на воде. Когда голавль активен, он, конечно, бухает, собирает сверху корм. А сейчас тишина. Не знаю, наверное, буду включаться как-то по факту, потому что клев никакущий. Активность головля, ну, такое себе. Сейчас случился легендарный момент. Я поймал рыбу. Это рыба. Сейчас посмотрим, что за рыба. Меняю воблеры, короче, ни хрена ничего не клюет. А эта рыба окунь. Но сама легендарность в том, что я поймал его на воблер, который я сделал своими руками. Сейчас мы окуня отпустим, давайте, пока он тут все не испачкал. Оба. Так, вот такой вот окунь клюнул, да? Все, отпускаем его. И воблер вот такой вот ручной работы в моем исполнении, валялся в коробке. Он отлично держит струю. Я просто вот, ну, как-то его обточил, вживил сюда шарики от пневматики, просто наугад, какую-то лопаточку металлическую там сделал, покрасили его как-то там вот через сетку, через какую-то чего-то. Вот, и чем черт не шутит, да, вот поймал на него окуня. Да, вот воблер от Касадаки, который разработал вроде как бы Константин Кузьмин, многим всем известный, да. Ну вот такой вот кубикс называется. Ну а чем мой хуже? Кстати, у этого воблера название Фрэнки, типа Франкенштейн, не пойми чего. Ну вот, поймали окуня. Я думаю, что рано или поздно я поймаю на него головля. Просто решил уже просто попробовать покидать всякую дребедень. И не прогадал. А вон Роман поднимается. Сейчас узнаем у него, что у него там клевало. Он был оба ниже по течению. Решили перекусить, созвонились. Сейчас он сейчас говорит, поднимусь, перекусим и расскажу, как там клевало. А у меня с последней поимки уже, наверное, час, прошел, ни одной поклевки, короче, здесь нету. Ну и, соответственно, Роман сейчас на моторе поднимается. Сейчас оставшуюся рыбу тут распугает. Приплыл Ромка. Вообще не рассказывает, что у него клюет. Сейчас кипятим воду, чтобы БПшки затрепать. Пока вода закипает, я решил вот покидать. И клюнул, по всей видимости, либо маленький голавлик, либо большой окунь. Сейчас посмотрим, кто это. Что-то как-то без удара подвисла рыбка. Кто это? Окунь. Окунь? Окунь. Нормально. Большенький такой, да? Ага. Потому что что-то без удара. Вот такой прям. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас мы его заподсачим. Оба! Ух, ничего себе. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот такой вот окунек клюнул. Сейчас мы его возьмем вот так, как профессионалы. О, бас. Воблер все тот же. Суёки. Гном. Если уж на него клюет, вроде как бы, то уж и клюет, да, потому что другие приманки кидаю и ничего не клюет.
Давайте мы его тоже отпускаем до дому. Опа, все, плыви. Клюнул прямо вот посередине переката на струе. Птички поют. Красотища. И не жарко, и не холодно, так скажем. Ну, пасмурно, как бы, вот тучки. Солнышко, если бы светило, может, голавль как-то поактивнее был бы. Вон что, птички заливаются. Ну, вот солнышко вышло из-за тучки. Ага, и сразу вон там в травке кто-то кого-то съел. Роман, ты расскажи, что поймал там внизу, Роман. Поймал что-нибудь, клевало, нет? У меня вот горелка затухла. Горелка затухла, это вообще плохо. Да. А я тут жду, пока вода скипит. Внизу, туда, к острову, 2 голавля. Один перед островом клюнул, другой после острова. Короче, ты поймал 2 головля. И были поклевки. И еще были поклевки. Ну, Вот как так бы, вот. рыба в какой-то период активна. То есть, чтобы вот прям она очень брала. Понятно. Не Короче, совсем бы сказать, что очень брала. не особо клюет и ниже переката. Подытожим. На перекате не клюет. Но это всяко лучше, чем в прошлые и в позапрошлые, да? Да, Выходные. однозначно. В позапрошлые выходные мы вообще ничего не поймали. В прошлые выходные по пару рыбок там чего-то. Пока Роман готовит БПшки, я продолжаю ловить рыбу с хорошим ударчиком, голавль. Не клюет у него. Завел куда-то собака. Давай, выходи. Ага. Во-во-во. Сейчас покажу вам головля, будем надеяться. Наплакал опять. Наплакал, да, прям здесь все, вот прям стоит на струе, вон там, короче. Не клюет у него. Наплакал немножко. Ой, не крупненький, но на струе как бы здорово ударил. Из травы взял, но трава на него. Да. Не, маленький вообще малышка. Неплохо все равно, хоть такие бы хоть брали бы. И то Опа. на безрыбье и рак щуки. Ага. И воблер опять тот же. Голавлик, соответственно, другой. Опа, я же тебе говорю, ты прям вот пока это забрось просто, пускай там тюлюпается воблер в воде и клюнет у тебя. У меня так 1000 раз было. Все, отпускаем рыбку. Вот. Пока я тут ловил головлей и окуней, Роман приготовил акулий пупок. Вот так он выглядит. Опа. Сейчас перекусим и еще покидаем, может быть, еще что-то поймаем. Маленько сместились чуть-чуть пониже. Лодки у нас по-прежнему связаны с друг другом тут. Ну вот кидаем как бы. Голавль не клюет. Зато окунь вот такой попался. Пытаюсь подняться по перекату вверх по течению. Электромоторчик везет. Еле-еле помогаю веслами. Может быть, повыше голавлик будет отзываться. Посмотрим сейчас, докуда смогу подняться. Хотя бы до ромки доплыть вам. Надо левее, там тихая вода. Со струи сейчас смещусь. Полегче будет. Есть, ребята, не зря я поднялся в начало переката.
Уже думал спускаться, думаю, что-то не клюет, кидаю, меняю воблеры. Ну, не знаю, удастся его вытащить или нет, потому что здесь очень много травы. Попробую поднять. Голавлик не особо большой, но и не маленький. Да, вот он. Воблер гипноз. Сейчас я вам поближе покажу. О, нет, хорошенький голавлик. Так, обязательно открыть дужку. Вот такой вот голавлик. Я думаю, полкило в нем есть. Сейчас мы его отцепим. С хорошей поклевочкой. Так, как бы нам сейчас его аккуратненько. Да, сойти у него шансов не было, ребята, хорошо засекся. Вот такая рыбина, ребята. Огромное ей спасибо за поклевочку. Сейчас мы его обязательно отпустим с вами. Так, подсачник бы не утопить, как говорится. Вот такой голавль. Ай, молодец. Так, сейчас по воблеру. Воблер гипноз от Pantone 21. Изначально он был прозрачный, такой какой-то немного оранжевый. Но мне что-то расцветка не понравилась такая. И я его перманентным маркером черным закрасил. Ну, он через маркер видно, да, какого он цвета. Вот. Поймал нам голавля. Солнышко вышло. Что-то стало как-то получше. Время 4 часа. А если быть точнее, 16 часов. Может быть, какой-то вечерний клев. Ромка у меня он чуть ниже по течению. Вот здесь вот начало переката. Вот от этой косы начинается как раз вот перекат. И туда вниз. Не зря я поднялся. Ну, покидаем еще здесь немножко. Забросы делаю поперек струи, на снос. У Крента там своя игра. Вот была сейчас, был контакт с рыбой. Ага, вот еще раз. Есть, ребята. И очередной голавлик у нас с вами на крючке. Все понятно. Вот здесь он весь прятался. Хорошо, что я не поленился. Сюда поднялся. И снова неплохая рыбка. Радует нас. Опа! Не забываем открыть дужку. Этот голавлик чуть поменьше. Сейчас мы его с вами быстренько тоже отпустим. Все, освободил его. Вот такой голавлик. И все, утопили его. Будем надеяться, что я нашел рыбу. Здесь уже вот где-то вот здесь вот вообще травище. Там поглубже, возле левого берега. И вот здесь тоже уже трава. Как я скучал по этим поклевкам. Но
Они не такие прям мощные, но все-таки головлиные. Бывает так, что спиннинг из рук вырывает. А сейчас он как-то вдогонку тук-тук-тук-тук и сел как-то не особо охотно. Конечно, не добрасываю я маленько еще. Надо бы поближе вот к урезу. Туда прям под берег бы попадать было бы вообще сказочно. Но сейчас, когда буду немножечко смещаться чуть вниз, попробую поближе. Потому что я не добрасываю. Не добрасываю 2 метра, наверное. Есть. Эх, сошел. Можно подтянуть фрикциончик. Да, голавль тут есть, определенно. Видимо, вот прячется уже за пучки травы поднимающиеся. Практически не кручу, вот на снос идет приманка. Есть. Есть, ребята. Сошел. Сошел. Смотрите-ка, на каждой проводке клюет. На каждой проводке. Есть. Есть, ребята. Смотрите-ка, на каждой проводке. Здесь через траву. Упирается он в пучки. Да, и вот этот уже покрупнее того, да? А может, я не буду брать его в подсачник, да? Что же, мы уже видели его. Сейчас попробую отцепить прям. Вот так вот. Да? Отлично. Вот это да. Нарвался. Да, не добрасываю, чуть-чуть не добрасываю до нужного места. Ромку бы позвать по-братски, но он сейчас на моторе распугает тут все. Да? Ромка, прости меня, Ромка. Усилился ветер. Попробуем утяжелиться приманкой и разловить один воблер, если получится. Очень уверенная, хорошая игра на течении у него. Только вот непонятно, будет ли он интересен головлю в данном месте, в данное время. Первая проводочка пустая. Оба. Даже его сносит ветром. Не хотят есть. Опа. Ну тогда нужно переходить на гипнозы. Если на гипноз клюет, значит что-то ему нравится в игре. А нет, была поклевка, смотрите-ка. Была поклевочка, но не засекся. Нет, устраивает его этот воблер. Опа.
Ждем поклевку. Есть и поклевище, ребята. И поклевище. Поклевище на Хамакуру Спайдер с Алиэкспресс, который был недавно у меня на обзорчике. Разловил. Ну, я был уверен в этом воблере, когда первый раз окунул его в воду. Стабильная, ровная игра. Заглубление где-то там 5, наверное, сантиметров. Идет прям под поверхностью воды. Любое течение держит. И вот подтверждение того, что этот воблер 100% рабочий. Стоит он недорого. Уже во многих интернет-магазинах, и голавль уже более зачетный попался. Ребята, оба! Офигенный. Этого можно взвесить даже. Я думаю, смотрите какой. Огонь. Ребята, удалось забороть вот такого здоровущего головля. Приманка вот такая. Держись. Это с Алиэкспресс Хамакура Спайдер. Копия, так скажем, на джакаловский воблер. Обалденно. Сейчас его давайте взвесим. Вот весы, ребята. 870 граммов. Это трофей сегодняшней рыбалки. Обалденно. Сейчас отпустим его. Все, отпускаем этого красавца. До свидания, мой хороший. Ух, супер. Ребята, я просто счастлив. Нашел рыбу, блин. Уже в конце рыбалки, блин. Она, оказывается, в начале переката была. А не в середине и не в конце. Нисколько не верил я, что так бывает. Но, закинув этот воблер в очередной раз на снос, снова поклевка. И снова рыба, ребята. И это снова голавль. Это супер рыбалка, которая изначально была не супер, но под конец превратилась в супер рыбалку. Поклевки на каждом забросе. Давайте его лип-гриппом возьму, ребята. Вот так вот возьму лип-гриппом, и сразу же сейчас мы его быстренько отпустим. И это просто обалдеть. Все, отпустил его. Что творится-то? Что началось-то? Просто нашел рыбу. Просто нашел рыбу. Супер приманка вообще. Ну, я говорю, прям вот, когда первый раз окунул в воду и понял, что она играет обалденно. Ну, давайте попробуем еще раз. Вообще ничего не кручу. На снос идет, и там где-то бабах, голавль ее жрет. Просто чудеса какие-то. Ну, видимо, уж не на каждом забросе давайте, да. Блин, если бы не было еще ветра, ветер мешает сильно. Надо звонить Ромке. Да? Или он сейчас тут все распугает. Ромка. Ну, я уже кайфанул. Сейчас я заброс сделаю еще и позвоню Роману, чтобы он тоже шел сюда. Все, вот так вот и на снос. Ничего не кручу, и рыба отзывается. Ну да, видимо, не на каждом забросе. Все, звоню Ромке, пускай плывет сюда и тоже кайфанет.
Сделал около десятка забросов на камеру и ничего не клюет. Только камеру отключил, и очередная рыба у нас на крючке, на китайского паучка. Вот она там борется. Не бойся, сейчас отпустим тебя. Вот он идет. Вот он идет, красавец. Давайте гриппом возьмем, так удобнее их освобождать. Оба. Сейчас сфоткаю. Отпускаем красавца домой. Ой, спасибо тебе. Как вы меня порадовали. Обаньки. С одного места луплю, ребята. С одного места луплю. Опа. Эх, лодка моторная идет бы. Рыбоохрана какая-нибудь. Прошла моторка, ребята. Ни рыбоохрана, ни ГИМС. Просто, видимо, люди отдыхающие. Но я думаю, что всего головля распугали. Да, ну успел, как говорится, до этой лодки отвести душу. Я засек, прошло ровно 2 минуты с того момента, как прошла моторная лодка. И как показала вот сейчас практика, головлю по барабану ваша моторная лодка и все остальное. Вот он снова на крючке. Форсирую его. Опа. Давайте снова его возьмем лип-гриппом. Повторюсь, так мне удобнее их освобождать. Опа. Уже сбился со счету, какая это рыба. Оп, сам освободился. Отпускаем его. Отлично. Так, ну все, что тут угадал с приманкой. Нашел стоянку рыбы. И все у нас с вами получается. Что-то тут узелок завязался. Ничего страшного. Поближе покажу приманочку. Вот такая вот она с усиками тут. Паучок. Жучок-паучок. Просто кайф. Ну, естественно, они поедут назад скоро. Да так-то бы домой уже пора. Ну как ехать домой, если здесь так клюет? Ромка приплыл. Ну, будем надеяться, что голавль не весь тут распугался. А моторная лодка тоже назад вернулась. Прошла туда. Естественно, попугала здесь мало-мало, но будем надеяться, что еще пару штук-то может клюнет.
Сидит, сидит, не сорвался. Прям со свечкой выпрыгнул. Кидаем уже минут, наверное, 10. Поклевок нет. После того, как Катя прошел, Ромка поднялся ко мне. И вот, так скажем, первая поклевка. После того, как нам тут все распугали. Опять на паучка. Вот такой хороший голавлик. Так, давайте его задипгриппим. Опа. Вот такие, Роман. Вот такие голавлики. Видимо, подуспокоилась, и они тут снова. И отпускаем его по старой схеме. До свидания. Ветер мешает. Есть. Сошел. Да как так-то нам? Есть, есть. Один сошел, или этот же догнал? Сошел. Блин, да что такое-то? Да там не ругайся давай, я тебе говорю. Ну сошел 2 раза, короче, за одну проводку. Маленько не добрасывай, они под берегом там стоят. Вон там. О, вот, добросил. Ну-ка давай. Понял, 2 поклевки за одну проводку. Давай, давай. Отец, да? Это Амулет Про, да, я так понял? Нет, это Да, ну что-то какая-то погремушка у тебя, ничего себе. Ну все, наконец-то Ромка тоже поймал, вот тащит. Хороший голавлик. Обрыбился Ромка. Опа, я могу сделать вот так, пока и на снос. А? вышли. А что за воблер? Сейчас скажу. Это косодака. Косодака? Да, косодака. А, на боксера? Ничего себе. Ну смотри, да, что-то им нравится. Такие крупнотелые, видимо, да, приманочки-то. Косодака боксер, ничего себе. Ну вот видишь, сменил приманку и сразу же. Да, сразу же поймал. Так, отпускай давай. Взялся тут. Традиция. Все целовать, там вот это, все дела. Красава, Роман. Роман тут разошелся. Он тащит головля. Опа. Он подобрал приманочку и пошло дело. Оно как. Ну такие в основном стандартные, да? Одного только вот я что-то там поймал большенького. Ну это сколько по весу? Полкило где-то? Ну я думаю, да, грамм 400-500, наверное, в нем есть. Полкило есть. Шершавенький, да. Ну что они там? Это, наверное, у него этот как его? Активный период? Да, да, да. Это они там трусу, шпиль-вили делают.
А у меня что-то пауков перестали жрать. Ребята, продолжительное время не было поклевок от слова совсем. И вот долгожданная поклевка. Голавль на крючке, солнышко уже вон садится, домой пора ехать. Но, как говорится, не каждый день голавль раздает. Тоже на паучка, только уже на другого. Это паучок ручной работы. Товарищ там один делает. Где-то ссылки там в описании вроде у меня были. Опа. Вот такой вот голавлик. Так. И отпускаем его. То бишь белого паучка он китайского не хотел есть, поменял. Поставил другого паучка и сразу отозвался. Отпускаем. Опа. Все, идем к машине.